Легенда и действительность в древней истории Тибета. В истории Срединной Азии проблемы, связанные с созданием и крушением Тибетской империи VII-IX веков, освещены наименее полно. Изучение буддизма, его догматики и философии заслонило светскую историю тибетского народа, сумевшего в течение 200 лет удерживать ведущее положение в Центральной Азии, Северной Индии и Китае. Китайские источники дают нам только сухой перечень военных столкновений, а единственным источником по внутренней истории Тибета являются буддийские хроники и легенды, отраженные отчасти в иконной живописи. Этот источник требует сугубого внимания и критической настороженности, но он дает возможность прояснить некоторые факты древней истории и отношение к ним современников. Прежде всего встают вопросы: зачем воинственный народ в качестве господствующей идеологии принимает проповедь непротивления злу, милосердия и аскезы? Как, приняв это, он продолжает завоевательные войны? И, наконец, каким образом изменяется буддийское учение, чтобы выйти из столь противоречивого состояния? Чтобы ответить на эти вопросы, попробуем проследить возникновение культа наиболее почитаемого в Тибете бодхисаттвы Манджушри и его гневного проявления Ямантаки или убийцы смерти. Грюнведель относит его к шиваистским божествам, принятым буддизмом. Назначение их — защита учения и война с демонами. Ямантака изображается с 9 головами, главная из которых бычья, с 34 руками и 96 ногами, попирающими врагов веры. Над головою его обычно помещается Манджушри как основная форма бодхисаттвы. В большинстве случаев Ямантаке придается Шакти, вдохновляющая его на борьбу с царем ада Ямой. Яма, буквально смерть, изображается тоже быкоголовым, но без Шакти. Вместо нее сестра Ямы подносит ему череп с кровью Габалу. Яма стоит на быке, совокупляющемся с женщиной, что символизирует источник энергии, откуда Яма черпает силы. Варианты изображений Ямантаки и Ямы многочисленны, но для нашей темы не имеют решающего значения. Гораздо важнее сюжет легенды, связывающей Ямантаку и Яму. В основе образов Ямы и Ямантаки лежит миф. Некогда жил отшельник, очень святой. Жил он в пещере, и там предавался созерцанию, чтобы через 50 лет достичь нирваны. Однажды ночью 49-го года, 11-го месяца, 29-го дня, 2 разбойника вошли в пещеру с украденным быком, которого они тут же убили, отрезав ему голову. Увидев аскета, они решили убить и его, как свидетеля совершенного ими преступления. Аскет молил их сохранить ему жизнь, уверяя, что через короткое время он достигнет нирваны, а если они убьют его, то он потеряет 50 лет совершенствования. Но они не поверили и отрубили ему голову. Тогда его тело приняло страшные формы Ямы, царя ада, и он, взяв бычью голову, посадил ее себе на плечи. Затем он убил обоих разбойников и выпил их кровь из их же черепов. В своей ярости, ненасытно алкая жертв, он угрожал обезлюдить весь Тибет. Тибетцы взмолились Манджушри, прося защитить их от ужасного врага. Манджушри, приняв устрашающие формы, в жестокой борьбе победил Яму и загнал его под землю, в ад. Гневная ипостась Манджушри и есть Ямантака, буквально покоритель смерти.
Этот миф, безусловно, тибетского происхождения, ничего общего не имеет с индийским брахманским мифом, согласно которому яма есть перерождение царя Вайшали, чрезвычайно воинственного и жестокого, который, умирая, пожелал стать царем ада, чтобы продолжать свою деятельность. Желание его исполнилось. Помимо сюжета, сама трактовка ада диаметрально противоположна. Индийский яма зол по природе и мучит людей, попадающихся к нему, ибо это соответствует его вкусам. Тибетский яма — жертва окружающей среды, толкнувшей его под землю. Его гибель, последующая злоба и поражение, есть результат причинности, царствующей в сансаре. Яма, находясь в аду и терзая грешников, мучится сам. И даже работа, выполняемая им, в общем полезна, так как грешники в мучениях искупают свои грехи и могут впоследствии достигнуть нирваны. Поэтому яма входит в число защитников учения Дхармапала и почитается наравне со своим победителем Ямантакой Манджушри. Чтобы разобраться в этом явлении, необходимо сначала учесть, что распространенное мнение о том, что гневные божества буддизма языческие боги, принятые в буддийский пантеон, правильно только отчасти. Некоторые дхармапалы и идамы могут быть таковыми, но не все, ибо сам буддизм в своем развитии претерпел значительную трансформацию, и, отбросив историю проникновения и укрепления буддийской общины в Тибете, мы обречем себя на непонимание и тибетского ламаизма, и тибетской истории. Сам термин Дхармапала в Индии применялся как составная часть титула раджи, симпатизировавших буддизму, и означал «защитник веры». В этом значении он употреблялся в Северной Индии и в Бирме. В Тибете этот термин получил иное содержание. Дхармапалами там назывались сверхчеловеческие существа, часто ипостаси бодхисаттв, гневные и устрашающие. Но, несмотря на этот облик, они пользуются почитанием, так как страшны только для грешников и врагов веры. Как совершилась такая удивительная трансформация, и каким общественным переворотом она отвечает? Буддизм в Тибете в VII-IX веках. Учение о дхармапалах, защитниках веры, непосредственно вытекает из исторического развития буддийской доктрины. Диалектический процесс естественным образом привел учение о спасении путем аскезы и непротивления к учению о воинствующей церкви, непременными членами которой являются дхармапалы. В буддизме мир делится на две неравные части – монахи буддийской общины и все остальные. Солью земли признаются только монахи, так как они стали на путь, выводящий их из мира суетного сансары к вечной пустоте нирване. Монахи не должны действовать, так как действие есть порождение страсти и ведет к греху. Кормить, одевать и защищать монахов обязаны миряне, приобретающие тем самым заслугу, которая поможет им в следующем перевоплощении стать монахами и вступить на путь. Естественно, что чрезмерное увеличение общины монахов противоречило ее интересам, так как если бы все стали монахами, то кормить их было бы некому. Но такая опасность индийскому буддизму не угрожала. Ни брахманы, гордые своими знаниями и привилегиями, ни раджи, увлеченные роскошью, войнами и почестями, ни крестьяне, кормящие свои семьи и возделывающие поля, не стремились оставить все привычные занятия во имя пустоты, к которой должен стремиться буддийский монах. В буддийскую общину шли люди, не нашедшие себе места в жизни при интенсивном классообразовании.
Став буддистами, они отвергали жизнь, обидевшую их, и страсти, обманувшие их. Во имя провозглашенной пассивности они развивали бешеную активность, и, наконец, в этой роли они нашли себе применение. Чандрагупта, враг греков, основатель династии Маурья, 322 год до нашей эры, был вайшья или шудра, человек низшей касты, выдвинувшийся благодаря военным талантам. Основанная им военная деспотия охватила всю Северную Индию, но жестокий режим разочаровал массы народа, выдвинувшие Маурья. Внук Чандрагупты Ашока сообразил, что трон не может долго держаться на копьях. Военная деспотия встречала сопротивление в сепаратистских тенденциях местных раджей из кшатриев и брахманов в Бенгалии и племенных вождей северо-западной Индии. Для борьбы с ними ему нужно было мощное идеологическое оружие, и таковым оказалось буддийское учение, отрицающее касты, роды и этнические различия. Буддийская община охотно пошла на сближение с деспотом, обеспечивавшим ей покровительство. После гибели династии Маурья буддизм подвергся гонению, которое продолжалось до тех пор, пока царь индоскифов Канишка, бывший в Индии чужеземцев и, подобно Ашоке, державшийся на копьях своих соплеменников, не усмотрел в буддийских монахов своих возможных союзников в борьбе с покоренными индусами. Третий расцвет пережил буддизм при Харшавардане, завоевавшем почти всю Северную Индию и создавшем эфемерную военную державу в VII веке нашей эры. Резкие перемены положения буддизма в Индии способствовали его распространению за пределами этой страны. Во время своего процветания буддизм распространился в областях, зависевших от индийских или индоскифских царей. В периоды гонений монахи распространяли учения в тех местах, где они могли пользоваться безопасностью. В первые века нашей эры буддисты проникают в Китай. В 350 году буддизм утверждается в Непале, а несколько раньше он широкой струей проходит через горные проходы Гиндукуша и завоевывает себе место в верованиях жителей Туркестана. Но Тибет до VII века был недоступен для буддийской пропаганды. Рассмотрим причины этого. Тибетские кочевые племена, распространившиеся из верховий Хуанхэ на запад до среднего течения Брахмапутры Цангпо, жили родовым строем. Единственным сильным врагом их был Китай, но горы и пустыни спасали вольнолюбимых тибетцев от тяжелых на подъем ханьских армий. Это положение продолжалось до IV века, когда в Цайдам и Амду вторглись древнемонгольские кочевники и основали там царство Тогон. Разрозненные тибетские роды не смогли оказать пришельцам сильного сопротивления, и частью стали их жертвами, частью отошли вглубь страны и использовали для поселения центральный Тибет, где в речных долинах было возможно земледелие. Родовому строю был нанесен удар, после которого началось его быстрое разложение, усилившееся в V веке, когда один из сяньбийских князьков Фанни, выгнанный тобасцами из Хэси, область к западу от Ордоса, откочевал со своей ордой во внутренний Тибет и привлек к себе тянов. Опираясь на обученный и боеспособный отряд, приведенный оттуда, где война была повседневной, сяньбийский князь обеспечил себе и своим потомкам господствующее положение. Но за 200 лет сяньбийские дружинники слились с тибетцами, и реальная сила, поддерживавшая престол, распылилась. К VII веку опорой царей оставалась только традиция. Вместе с тем внедрение чужеродного элемента стимулировало разложение родового строя.
Среди самих тибетцев выделилась воинственная и хищная аристократия, нашедшая для себя применение в военном деле, далеко шагнувшем вперед, и в управлении объединенным Тибетом. В VII веке в Тибете классовое расслоение зашло достаточно далеко. Власть Гампо, царя, была ограничена советом, фактически державшим в своих руках управление государством. Весь народ представлял войско, главной частью которого была латная конница. Она была весьма дисциплинирована и кормила сама себя постоянными набегами и добычами. Подчинялась она не Гампо, а специальному военному министру Сибян-Джифу. Наличие такой мощной силы давало возможность властям расправляться с населением по своему произволу. Даже китайцы отмечают чрезмерную жестокость наказаний и бесконтрольность судей. Но этого мало. Весьма влиятельную группу населения, хотя численно незначительную, составляло жречество древней тибетской религии Бон. Ежегодно они справляли малую магическую мистерию, а раз в 3 года большую, причем местом служило царское кладбище. Ужасающие формы мистерий этой примитивной религии соответствовали сознанию горцев, веривших, что мир населен сонмом злых духов, спасти от которых может только вмешательство колдунов. До сих пор население восточных Гималаев, юго-восточного Тибета и инородцы Юньнани и Сычуани почитают грозных духов, которых даже буддисты считают более сильными, чем сам Будда. Социальная значимость религии Бон в тибетском обществе ясна. Колдуны вместе со знатью так ограничивали власть царя, что она стояла на пути превращения в фикцию. Это была борьба знати против трона. Для царя не оказывалось подходящего занятия. Народные массы стали послушным войском в руках совета вельмож. Вельможи и жрецы твердо держали власть в своих руках, подчиняя все новые и новые племена тянов и дардов, так как только война могла прокормить армию, и только армия обеспечивала им господство. В середине VII века империя охватывала весь Тибет, Непал, Бутан, Ассам и соприкасалась с Китайской империей. Но в процессе этих завоеваний в армию и в страну вливались новые элементы, которые соглашались принять участие в государственных заботах и получить соответственную долю государственных благ. Но в этом последнем они успеха не имели, ибо уже сформировавшаяся знать была не склонна делиться своим положением и выгодами, вытекающими из него. Антагонизм должен был возникнуть неминуемо, и он выдвинул на первое место Сронгцзан-Гамбо, потомка рода бессильных царей. Согласно китайским анналам, он был человек отважный и с великими способностями. Благодаря своему положению он оказался во главе победоносной армии, разгромившей Тагон, Непал и китайские войска. Победы свои он закрепил браками с непальской царевной в 639 году и с китайской княжной в 641 году. Этим принцессам приписывается обращение воинственного царя в буддизм. В отличие от своих предков, Сронгцзан-Гампо не пожелал оставаться пешкой в руках вельмож. 8 из них он убил собственной рукой, когда они начали ему противоречить. Но справиться с колдунами ему было не под силу. Для этого требовалась посторонняя помощь, и он обрел ее в лице буддийских монахов, явившихся в свите цариц из Индии и Китая. Эти монахи были в чести у китайского императора, всемогущего Тайцзуна, и у индийского победоносного царя Харшаварданы, самодержавных государей, не зависящих от своих подданных.
Сронцангампо решил, что получил средства уподобиться другим царям, и к тому же весьма дешевое, так как для содержания монахов-аскетов не требовалось больших расходов, и кроме того их можно было использовать для нужд вновь возникшей военной деспотии, как людей бывалых и образованных. Вместе с тем они не были связаны с крамольными вельможами и вполне зависели от царской милости. Сронцангампо принял буддизм. Однако оппозиция не дремала. Подданные начали поносить царя. Царь слышал, но тем не менее предписал религиозный закон для соблюдения 10 добрых дел. Недовольство вельмож было вполне понятным, но недовольство народа следует объяснить. Действительно, содержание буддийских монахов само по себе стоило недорого, но для соблюдения культа необходимо было воздвигать кумирни, отливать изображения бодхисаттв, покупать и привозить издалека рукописи и иконы. Все это ложилось на плечи населения. Вместо походов, приносивших добычу и славу, предлагалось сидеть в пещерах на постной пище и спасать душу, губя тело. Сронцангампо умер 33 лет в 650 году, не оставив наследника. Считается, что престол перешел к его внуку, но фактически у власти оказался вельможа Лудунзан, не знавший грамоты и возобновивший войны с Китаем. Нетрудно заметить, что не буддисты, а бонцы сражались в рядах тибетской армии. При заключении перемирий и договоров в жертву приносились лошади и быки или собаки, свиньи и овцы. Аурел Стейн обнаружил неподалеку от Лобнора на левом берегу Хатан-Дарьи в Миране тибетские документы, относящиеся к VIII или к началу IX века. Они отнюдь не буддийского направления. На это указывают тибетские имена в написании, по большей части не буддийские и не употребляющиеся ныне. Некоторые титулы восходят к добуддийским сагам. Свастика имеет бонскую форму. Не встречается термина лама и молитвы Ом Мани Падме Хум. Кроме того, язык и стилистические особенности документов весьма отличны от языка и стиля религиозной литературы. Приходится признать, что буддизм не был в это время господствующей религией. В лучшем случае полководцы, державшие в своих руках власть, его терпели. И такое положение продолжалось вплоть до 754 года, то есть до вступления на престол Тисрондецана. В это время у власти находился Мажан, могущественный вельможа и враг буддизма. Царь, хотя сам верующий, ничего не мог поделать, так как его министр слишком могущественен, говорит тибетская хроника. Мажан препятствовал распространению буддийской литературы и ликвидировал 2 монастыря, основанные царем. Великая кумирня Лавран была превращена в бойню. Тогда буддийские вельможи составили заговор, в котором принял участие сам царь. Мажан был схвачен и закопан в землю живым, поскольку верующие буддисты не должны никого убивать. Царь снова взял власть в свои руки, и вновь начинается расцвет буддизма в Тибете. Снова открылись кумирни. На площади Лхасы был устроен диспут между сторонниками черной веры Бон и буддизма. Причем последние, конечно, победили, но обошлись с побежденными весьма милостиво. Была сожжена лишь часть бонских книг, другая же часть была принята буддистами. Достигнутое соглашение позволило Тисрондецану развернуть с одной стороны экспансию на восток, север и запад, а с другой пригласить новых буддийских проповедников, гарантировав им безопасность.
Вскоре сами буддийские монахи, принадлежавшие к разным сектам, начали борьбу за преобладание, в результате которой китаец был побежден индийцем и принужден покинуть Тибет. Однако несколько лет спустя победитель был убит учениками побежденного. В результате долгой борьбы при Ралпачане 816-839 годы победила хинаянистская секта сарвастивадинов. Эта победа была настолько полна, что царь запретил переводить сочинения других сект и проповедовать махаянистский или тантрийский буддизм. Последствия этой политики были весьма существенны. Из 3 сект, боровшихся в Тибете за преобладание, сарвастивадины были наименее популярны. Тибетцы соглашались с тем, что тантрийские заклинатели, изгоняющие злых духов, могут быть полезны, так как вера в силу злых духов и заклинаний была повсеместна. Учение китайцев-махаянистов, так называемое «скорое спасение», заключалось в абсолютном бездействии. Для тибетца такие монахи были безвредны, ибо прокорм аскета почти ничего не стоил. Сарвастивадины проповедовали медленное спасение, заключавшееся в совершении добрых дел. Под последним понималось строительство храмов, монастырей, кумирен, ступ и проповедь учения. Естественно, расходы ложились на народные массы, которые от расцвета новой веры беднели и нищали. Тибетцы начали роптать. «Кто извлекает, — говорили они, — пользу из нашего обеднения и угнетения?» И указывали на лам: «Вот они». Царь запретил презрительно смотреть на духовенство и указывать на него пальцами. За это полагалось выкалывание глаз и отсечение указательного пальца. Но эта мера не помогла. Когда же царь приказал казнить своего первого министра, обвиненного в связи с царицей, то не выдержали даже придворные и, войдя в спальню царя, сломали ему шею. Вступивший на престол брат убитого Лангдарма был врагом буддизма. Пользуясь наступившим в стране голодом, падежом скота и другими бедствиями, он взвалил вину за эти несчастья на религию Будды и организовал на нее гонения. Кумирни были разрушены, книги и иконы сожжены или брошены в воду, ламы обращены в охотников и мясников, а отказавшиеся от этих нечестивых занятий казнены. За короткое время буддизм в Тибете был разгромлен. В 842 году Лангдарма был убит буддийским отшельником. Начались распри и восстания. Внутренняя война, продолжавшаяся 20 лет, закончилась настолько полным истощением страны, что китайцы перестали обращать внимание на тибетские дела. Вследствие этого сведения об истории Тибета в X-XI веках чрезвычайно скудны, но общая картина все же ясна. Царская власть была уничтожена. Тибет представлял страну, раздробленную на мелкие княжества, находившиеся в постоянной междоусобной войне. Но именно эта анархия, опрокинувшая буддизм, и помогла ему восстановить свои позиции. В общем беспорядке уцелевшие буддийские монахи снова начали строить монастыри, крепости на горных вершинах, ибо в стране уже не было организованной силы, которая могла бы им воспрепятствовать. Начался новый подъем буддизма в Тибете. Но нам больше не нужно следить за ходом событий, так как интересующий нас образ Ямантаки обнаружен в непальской рукописи XI века. Значит, дата его возникновения и факт, послуживший поводом к этому, имели место до XI века. Происхождение культа Ямантаки.
Зародившийся в Индии буддизм включил в себя брахманское учение о метампсихозе переселении душ. Это учение стало впоследствии одной из основ буддийского миропонимания. Тибет получил эту концепцию в готовом виде и охотно ее воспринял. Каждому лестно иметь знаменитых предков, но куда приятнее узнать, что сам был некогда царем или божеством. А в условиях острой политической борьбы такое происхождение бывает в ряде случаев просто необходимо. Как известно, царь, принявший буддизм, назывался индусами Дхармапала, то есть защитник учения. Но в Индии цари не становились предметом поклонения, тогда как в Тибете признание божественности царя стало политическим актом, признаком лояльности. Сронсангамбо был объявлен воплощением бодхисаттвы милосердия Авалокитешвары. Предпоследний царь Тибета Ралпачан считался перевоплощением бодхисаттвы Ваджрапани, а его прадед, знаменитый Тисрон Децан, восстановитель тибетского буддизма, перевоплощением бодхисаттвы мудрости и учености Манджушри. Вспомним теперь, что при вступлении на престол Тисрон Децан отделался от своего министра Мажана, закопав его живым в землю. У министра, разумеется, были друзья. Кроме того, предательское убийство не могло не вызвать возмущения среди широких слоев тибетского общества, даже среди сочувствовавших буддизму. Поступку царя было необходимо дать удовлетворительное объяснение, и тогда-то явилась очевидно тибетская легенда о Яме и Ямантаке, приведенная выше. Она отвечала и требованиям момента, и идейным установкам буддизма, и даже обеляла память погубленного вельможи, фактически обращенного в царя бездны. Предлагаемое толкование легенды и связанного с ней образа находит ряд подтверждений, исключающих, по-видимому, все иные предположения. Сначала наметим предельные даты. В Древней Индии не было ни образа Ямантаки, ни самого культа его. Впоследствии тибетский Ямантака отождествлялся индуистами с Шивой, однако шиваизм, как составная часть индуизма, оформился лишь в результате деятельности Кумариллы, то есть после VIII века. Итак, VII-VIII века – предельная нижняя дата. В XI веке образ Ямантаки зафиксирован в Непале, но так как Непал в VII веке входил в Тибетскую империю, а в VIII веке был с ней весьма тесно связан через единую буддийскую общину, то, следовательно, образ мог быть принесен как из Непала в Тибет, так и из Тибета в Непал. Важно другое. Наличие Ямантаки в XI веке в Непале указывает на то, что предельная верхняя дата его возникновения – X век, то есть еще до восстановления буддизма в Тибете Джо Атишей. На тибетское происхождение Ямантаки указывает текст легенды, где прямо сказано, что отшельник, превращенный в беса-людоеда, грозил опустошить Тибет. То есть эта легенда отнюдь не переводная, и значит могла возникнуть лишь в эпоху Тибетской империи. Далеко не все тибетские цари покровительствовали буддизму, но и из них лишь Тисрон Децан считался воинственным воплощением аватарой Манджушри, каковым является также Ямантака. Следовательно, все прочие цари отпадают, тогда как здесь совпадение полное. Единственный серьезный соперник Тисрон Децана Мажан был, подобно Яме, не убит, а ввергнут под землю живым за безобразия, производимые им на земле. Легенда удивительно точно повторяет исторические события. Таковы косвенные доказательства. И естественно, что описание совершенного царем преступления бесполезно искать в официальных документах.
Но в мистическом театре Цам одна из масок, свирепый людоед с бычьей головой, называется Мажан, тогда как другая, тоже быкоголовая, именуется Святой Царь Веры. Мало этого, рога Мажана загнуты назад, подобно рогам ямы на статуэтках, тогда как рога Святого Царя Веры поставлены вертикально, как рога Ямантаки. Народное предание сохранило то, что старательно затушевывалось официальной историей и теологией. Теперь встает другой вопрос. Какую пользу извлекло правительство Тисрон-де-Цана от своей пропаганды? Чтобы разобраться в этом, нам надлежит учесть своеобразие буддийской логики, не похожей ни на какую другую. В самом деле, Мажан был в предыдущем перерождении жертвой несправедливости, разбоя, убийства, и потому озлобился, но озлобившись, хотя и не по своей вине, он стал вреден, и потому гибель его оказывалась следствием кармы, причинной последовательности, а не злой воли царя, который совершил этот поступок, лишь жалея своих подданных. Да и Мажан не пострадал, так как теперь в аду он на своем месте, делает важное дело, наказывает грешников, дабы исправить их, и поэтому также заслуживает поклонения. Для народа было придумано, что Мажан услышал божественный голос, приказывающий войти в гробницу для счастья царя и страны. Когда же он вошел, то дверь сама замкнулась, и он остался под землей. Сомнительно, чтобы тибетские массы и особенно сторонники Мажана приняли эту официальную версию, но диктатура, установленная Тисрон-де-Цаном, была достаточно прочна для того, чтобы держать большинство населения в полном подчинении. Возмездие пришло с неожиданной стороны. Супруга царя была сторонницей Бона. Несмотря на то, что она родила Тисрон-де-Цану 3 сыновей, он покинул ее ради наложниц, связанных с буддийской общиной. Царица обратилась к колдунам и попросила околдовать царя. Для колдовства была нужна грязная нательная одежда, снятая непосредственно с тела. Царица послала к мужу своего 17-летнего сына. Привратник отказался пустить царевича во дворец, но тот заколол его и прошел к отцу, который играл со своими приближенными в кости. Испуганный решительным видом сына, царь отдал ему рубаху, а сам немедленно обратился к буддийскому волшебнику за помощью, но через 14 дней бонское колдовство одолело, и царь умер, перед смертью вернувшись к Бону. Так повествует бонская традиция, но этот рассказ по понятным причинам не вошел в буддийскую легенду. Нельзя сказать, что бонская легенда объясняет смерть царя достаточно убедительно. Но она показывает, насколько острой и ожесточенной была борьба трона с аристократией, облеченная в форму религиозной войны. Итак, фантастическая легенда, породившая еще более фантастические изображения, есть не что иное, как интерпретация реального события и результат диалектического процесса, который сделал из абстрактной философской концепции доктрину воинствующей церкви. Исходя из этого, гораздо меньше оснований предполагать постороннее влияние шиваизма, ибо сам ход событий и развитие явлений определили необходимость появления нового разряда мифических сверхчеловеческих существ – Дхармапал. Таким образом, противоречие между заветом милосердия и необходимостью вести религиозные войны в ламаистской церкви оказалось обойденным. На основании описанных фактов мы можем и должны приступить к пересмотру весьма распространенного мнения о религиозной терпимости как черте характера дальневосточных народов. Исследованный нами случай не единичен.
В Китае, Индии и Срединной Азии были свои аутодафия и свои варфоломеевские ночи, но на 800 лет раньше, чем в Европе. Миролюбивые философские и религиозные концепции не влияли на умы своих самых пылких последователей, а наоборот, сами изменялись согласно требованиям исторической обстановки и переходили в свою очевидную противоположность, применяясь к характеру и потребностям новообращенных. Кроткий бодхисаттва превращался в гневного Дхармапалу, а буддийский аскет натягивал лук и считал, что он совершает дело великого совершенствования, убивая врага своей веры. Неумозрительные идеи творили действительность, а жестокая и мятежная жизнь выкристаллизовывалась в исповедание вер.